Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Лето заканчивается, и мы с вами активируем родительские чаты и начинаем говорить об образовании. Сегодня наша собеседница – заместитель министра образования Лира Самыкбаева. Здравствуйте, Лира. Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике и решили ответить на наши вопросы. Конечно, мы очень рады, что вы нас пригласили. Этот год обещает быть непростым, прежде всего для вас, для Министерства образования. Вы наметили грандиозные реформы, переход на 12-летнее образование. Да. Давайте для начала поговорим, зачем. Все верно, мы действительно, еще в марте этого года было принято решение руководством страны о том, что мы действительно будем переходить на 12-летнее образование. Этот процесс был начат уже давно, еще с 2016 года, различными экспертами в различных кругах это много обсуждалось. И сейчас уже как бы и веяние времени такое, что открываются границы, очень много наших ребят выезжают в другие страны. Обучение за рубежом становится очень доступным. И одной из проблем, например, является то, что не все зарубежные вузы принимают с 11-летним аттестатом. И наши студенты, например, были вынуждены дополнительно 1 год доучиваться для того, чтобы у них уже было 12 лет, и потом они могли поступать. Но, конечно же, очень много различных целей преследует данная трансформация. Самая главная цель – это охват детей образованием уже в более молодом возрасте. Вы, наверное, слышали различные работы, что в 3 года уже поздно и так далее, вот эти методологии Монтессори и так далее, они говорят о том, что мозг ребенка начинает развиваться и готов к образованию гораздо раньше, намного раньше, чем в 7 лет. И оно более гибкое, пластичное в более раннем возрасте, когда уже какие-то первые навыки, в том числе и социальные навыки, уже можно прививать уже начиная с 4 лет и выше. Поэтому, конечно же, и в советское время всегда существовала начальная предшкольная подготовка, мы ее называли всегда нулевой класс, когда родители понимали, что для ребенка развитие, например, навыков чтения и, например, счета даются уже легко, и они отдавали в какие-то классы, курсы, где специально подготовленные преподаватели с ними занимались, и они более легче переходили уже в такой серьезный первый класс с оценками и так далее. Ну, слава богу, оценки также для 1, 2, 3 классов они остаются сейчас достаточно формальными, они не обязаны их оценивать. Но это главная идея о том, что 6-летние дети в более раннем возрасте должны начинать уже ходить в школу. К сожалению, не все родители имеют, скажем, средства для того, чтобы дополнительно это оплачивать, поскольку нулевые классы, они обычно платные. А сейчас это будет входить в стандартную программу, это будет оплачиваться за счет полностью государства. И государственные школы будут обучать, естественно, 6-леток уже бесплатно в рамках государственного бюджета. И, конечно же, есть много других целей. Например, почему мы переходим на 12-летку, это то, что в старших классах, 10, 11, 12 класс теперь, будет вводиться серьезное профессиональное образование. Как вы знаете, у нас одно время было так, что после 9 класса ты мог взять свидетельство об образовании и уже не продолжать учиться.
ты мог уже начинать В никуда работу, идти в никуда. Закон был изменен, и сейчас мы обязательно должны отучиться 10-12. Это может быть в рамках колледжа, в рамках лицеев, либо в рамках обычной общеобразовательной школы. В никуда уйти теперь уже нельзя. Вот. В то же время есть группа, та, которая вот по траектории они обязаны сдать ОРТ и идти в вузы, для того, чтобы идти в вузы. Они также получают дополнительное профессиональное образование, как если бы вы пошли в просто лицей. Они получают и общеобразовательное образование, школьное образование, плюс они получают профессиональное какое-то лицейное образование, и плюс они сдают ОРТ и могут идти уже поступать в вузы. Чем принципиально будет отличаться 12-летнее образование от того, которое реализуется в нашей стране сейчас? Я так понимаю, что не только нулевым классом. Да, конечно. На самом деле в 12-летнем образовании идет достаточно жесткое разграничение начального, среднего и старшего среднего образования. То есть в английском это primary, lower secondary и upper secondary. Начальное образование вот, по тому проекту, который мы сейчас подготовили, оно сейчас находится в стадии еще одобрения плана перехода на 12-летнее образование. Начальное образование будет с 1 по 6 класс. И вот, как показывает международная практика, начальное образование, оно будет сильно форматировано под то, чтобы ребенок получил серьезные какие-то функциональные, так называемые навыки. Чтение, осознание прочитанного, вот то, что мы сейчас в ПИЗе сдаем. Да. То есть какие-то очень глубокие, серьезные функциональные науки, в том числе социализация и так далее. Меньше ударения делается на глубокое предметное изучение каких-то предметов. Глубокое изучение предметов начинается в 7, 8, в 9 классе. Там это уже становится вот серьезно, когда уже какие-то уже абстрактными вещами дети могут уже манипулировать, аргументировать и так далее. У них начинаются серьезные задачи на решение проблем и так далее, и так далее. Вот также пизоориентированная методология. И 10, 11, 12 класс начинаются вот эти предметы по выбору. То есть уже не будет жестко такого, что ты должен физику отучить все 12 лет, если ты можешь выбирать. Если ты собираешься быть врачом. Совершенно верно. Если ты хочешь идти в мединститут, тебе достаточно химии и биологии, ты можешь уже начинать выбирать, соответственно, за счет освободившихся часов, которые у них появляется вот эта профессионализация. А будет какое-то определенное количество часов, минимум? Вот этот минимум ты должен выучить, а что сверх него? Или это еще... Да, конечно. Общее количество часов, общее количество, например, для старшей группы, оно обязательно определяется. Ты должен их отучиться для того, чтобы получить аттестат. Вот. Но внутри у тебя появляется право выбора. Ты можешь выбирать то или это направление. И это, кстати, идет в связи с этим и идет и переработка всех наших учебников. К примеру, вот те учебники, которые мы сейчас приобрели у сингапурской компании Marshall Cavendish на базе кембриджских стандартов они разработаны. По ним с 1 по 9 класс предмет Science есть один, он интегрированный, то есть физика, химия,
биология, они интегрированы в один учебник, идут как один предмет. А уже в 10, в 11, в 12 это 3 разных учебника. Физика отдельно, химия, биология – это 3 разных преподавателя, и они ведут уже более углубленное изучение. Там уже и темы более сложные и углубленные. Вот, знаете, Лера Аманбаевна, это очень интересно, мне очень хочется об этом поговорить, но поскольку мы ограничены временными рамками, то давайте вот посмотрим правде в глаза. У нас в Бишкеке, да, вот в 2 крупных городах особенно эта проблема. Бишкек и Ош переполнены школы. У нас дети просто друг у друга на головах сидят. И вот в эти же школы мы фактически должны посадить еще детей. Да. Как будет решаться в рамках реформирования образования проблема нехватки школ? Да. Негде учить детей. На самом деле этот переход, он не одномоментный, план перехода, он растянут на 5-6 лет. И разработана специальная программа на РИСТЕ на 560 часов. И эту программу дети могут проходить и в детских садах, как они сейчас это делают. Единственное, что они должны, эти детские сады будут получать, то есть они должны будут обучать этих детей строго по этой программе. И тогда он будет считаться, что он окончил 1 класс. Ага. И тогда он в школу, когда приходит ребенок, он садится во 2 класс, поскольку он будет считаться, что он закончил 1 класс. Это один вариант. Это вариант, который рассматривается, он еще не утвержден. И сейчас есть несколько вариантов. На самом деле они все друг друга, эти варианты, поддерживают. Потому что вы абсолютно правы, что мест не хватает. Есть варианты, есть у нас школы, где посвободнее, и они открывают совершенно спокойно, эти классы. Более того, есть школы, которые всю жизнь обучали нулевые классы. Нулевые классы у них всегда были, но они были платные. А теперь это будут бесплатные в рамках государственной программы. Поэтому, конечно же, мы создаем какие-то альтернативные, мы пытаемся продумать эти все варианты. Но вы правы, мы в рамках этого перехода уже сейчас закладываются бюджеты на строительство школ. То есть в Бишкеке это уже около 10 новых школ, крупных школ. И постепенно будет усиливаться инфраструктурная часть для того, чтобы потом уже из вот этих, возможно, детских садов и так далее, они уже нормально ходили в школу. Обсуждается, кстати, очень много вариантов. Обсуждается вариант, когда будут отдельные школы только для начальных классов, это вот с 1 по 6 класс, когда говорится о том, что инфраструктура под младший возраст будет как-то специально адаптирована, чем и инфраструктура под старший возраст тоже отдельно адаптируется. Но это разные альтернативные, скажем так, методы для того, чтобы это можно было начинать. Когда вопрос, который очень волнует родителей, когда первоклашки, вот нулевушки, в каком году? То есть я так понимаю, что те, кто идут в школу в этом году, они еще будут учиться по 11-летней системе, по вот этой отработанной. Правильно? Я вам сейчас расскажу. Нулевушки, они в этом году так и будут называться нулевушки. Официально старт 12-летнего образования – это 25-й год. Но в этом году нулевушки, они так и будут называться нулевушки, но они будут учиться по программе 1 класса 12-летней системы образования. И в 25-м году они уже как бы на полных правах садятся во 2 класс, поскольку программу 1 класса на РИСТЕ они уже отучиваются. Это те, кто... Смотрите, нулевушки – это те, кому сейчас 6 лет и чуть меньше. Совершенно верно. А 7-летки и некоторые 6-летки идут в 1 класс. В обычный 1 класс. В обычный 1 класс. Да.
Теперь план, конечно, было несколько планов перехода. Самый... А вот смотрите, давайте вот посмотрим такой вариант. Те, кому сейчас 6 лет, в нулевой класс, они не ходят. На следующий год им идти в школу. Вот они как пойдут? В этом году все шестилетки должны будут пойти в нулевые классы. Ах, вот так. Да. Или в нулевой, или в первый? Или в нулевой, или в первый, да. То есть все шестилетки в этом году идут в школу? Да, да. Программа, вот эта 560 часов программа на РИСТЕ, она небольшая, то есть в принципе, если, например, ее упаковывать, например, в 3-4 урока, то ее можно завершить за 3-4 месяца. Постепенно мы думаем, что может быть и во второй половине 24-25 учебного года, либо в летнее время в следующем году. Они могут все постепенно доучиваться. Но к 2025 году они все должны будут пройти эту программу на левушку. Смотрите, а если ребенок ходит в садик, ему 6 лет, он может еще остаться в садике? Он может, конечно. Но тогда единственное в садике, и сейчас все садики, они под это перестраиваются, в садике они будут по этой программе уже вести своих шестилеток. Сейчас есть садики, которые вот просто домашние садики, сейчас же уведомительные. Да. Как вы проверяете садики? Мы, к сожалению, никак сейчас их не можем проверять, потому что у Министерства образования эту функцию убрали, контроль и так далее. Вот. Это должны контролировать родители, которые отдают своих детей в конкретный садик, с тем, чтобы понимать, что если он в следующий год, если он хочет, чтобы его ребенок в следующий год пошел в первый класс, то просить садик, чтобы они по вот этой программе уже начинали обучать. Где эту программу, как вот? А то родители же тоже, они пришли, спросили, по этой программе, им сказали, по этой. Да, я думаю, вот как только мы буквально ждем на следующей неделе утверждения нашего плана перехода, как только этот план будет утвержден и согласован, в том числе с Министерством финансов, потому что это достаточно серьезные государственные бюджетные вливания подразумевает. И как только это будет одобрено, мы начнем вывешивать все программы в открытый доступ. Если все-таки в 6 лет ребенка не отдали в школу в этом году, потому что родители не знали, не получили информацию, сознательно решили, что я в 7 лет пошел, и ребенок в 7 лет пойдет, то на будущий год он пойдет. Нет, в будущем году уже нулевых не будет. В будущем году будут первые классы, обычные первые классы. С шестилетками. Но те, которые отучились на нулевой, они пойдут во второй. А если ты не отучился, то ты идешь в обычный первый класс. Значит, и вот, конечно, через 12 лет этот ребенок он закончит позже. Он может столкнуться с интересным, особенно если это мальчик. Да. С интересной коллизией юридической. Это все потребует. Поэтому мы будем проводить достаточно широкую кампанию. У нас сейчас ведется работа по подготовке широкой информационной кампании о том, чтобы родители, если они хотят, чтобы их ребенок, 6-летний ребенок, сейчас отучился в нулевой класс, и если они хотят, чтобы он сразу сел во второй, то ему надо, чтобы он сейчас отучился. Давайте еще раз четко проговорим эту мысль, что в этом году все 6-летние дети идут в школу. В нулевой класс. Нулевой класс может быть не обязательно в школе.
Он может быть и на базе детских садов также. Он идет либо в нулевой класс, либо в первый класс, если родители считают его подготовленным. Да. И вот те, кто идут еще, если они считают его подготовленным, будут еще учиться по 12-летней, если он идет в первый класс, или в нулевой. Да. И тогда он уже будет учиться по 12-летней системе. При этом этот нулевой класс не обязательно может быть в школе, он может быть в детском саду, но по программе, утвержденной Министерством образования. Совершенно верно. Интересно. Так, и еще один вопрос, который вам предстоит решить. Сколько? Это требует колоссальных вливаний. Вот наши соседи, многие перешли на эту 12-летнюю систему образования, в том числе Казахстан. И... Казахстан, они в процессе, да. Да, и это требует огромных средств. Да. Вообще посчитали, сколько это будет стоить и где будут найдены эти средства, потому что у нас просто элементарно на учебники не хватает денег. К сожалению, это правда, да. У нас и на учебники не хватает, и на зарплаты учителям. Основные две самые крупные статьи, конечно, это инфраструктура и зарплаты учителям. Вот. Вообще, в целом, сама программа «Алтын қазық» вместе с переходом на 12-летнее образование, вместе с печатью, адаптацией печатью новых учебников и так далее, она оценена в $200 миллионов. И правительством ведется работа с различными большими крупными партнерами по развитию, о том, чтобы в разных частях нам помогли. Мы уже провели достаточно успешные переговоры, и вот с Азиатским банком развития у нас ратифицировалось, со Всемирным банком. Плюс мы говорим тоже про большой проект со стороны Азиатского банка развития, о том, чтобы они взяли вот такое флагманское, как стали флагманным партнером в части реализации программы «Алтын қазық». Плюс, конечно же, увеличивается государственный бюджет. Например, вот с теми же учебниками ежегодно Министерство финансов выделяет около 150 миллионов сомов на печать учебников. То на следующий год уже сейчас закладывается в проект бюджета на следующий год на печать учебников это будет около 700 миллионов сомов. То есть это получается раза в 5 увеличиваются бюджеты. Поэтому на самом деле я сейчас конкретно цифр сказать не могу, потому что они вот в зависимости от стадии принятия этого документа меняются. Изначально это была чуть побольше сумма, сейчас там пытаются каким-то образом разгрузить с госбюджета на различные донорские программы. Поэтому я думаю, что как только этот документ будет принят, будут известны уже точные цифры. Эта реформа потребует и серьезной работы с педагогическим коллективом, с педагогическим составом, потому что это ведь не просто подготовка нулевушек, которые будут первоклашками. Это серьезная перестройка. Все верно. Сейчас как раз создается новый республиканский педагогический институт «Алтын қазық», где будет вести интенсивную переподготовку учителей. И плюс, кстати, да, создается большой факультет по дошкольному и начальному образованию, где очень много внимания уделяется психологическому развитию детей. Там, кстати, будет отдельный факультет специального, так называемого специального образования. Это по работе с детьми с особенными нуждами. И этот педагогический институт, он
И при создании структуры и устава, и всех документов, программ этого института использовался финский опыт. Например, вот эти факультеты дошкольного образования, начального школьного, факультет специального образования и так далее, очень схожи с тем, со странами, где уже это 12-летнее образование существует. Мы действительно сейчас одной из самых больших трансформаций – это вот усиление STEM-образования. И в первую очередь мы собираемся на первых этапах данной трансформационной программы обучать именно STEM-преподавателей. И в этом году мы планируем провести интенсивное обучение, плюс еще и технологическое оснащение. То есть каждому учителю будет выдан персональный ноутбук, уже выделен государственный бюджет, тоже около 680 миллионов сомов. Сейчас идет процесс закупки этого оборудования. И активно ведется работа по разработке дополнительных всех цифровых материалов для STEM-образования. Все эти симуляторы, лаборатории, 3D-модели и так далее на кыргызском языке, на русском. И эти все материалы будут загружаться на эти ноутбуки, и учителя уже начнут пробовать, пока сейчас старший класс у нас на 12-летнее образование не переходят. Но у нас есть поэтапный переход, кстати, в какой-то период 1, 5, 9 класс они будут перепрыгивать класс, и они будут до того, как они перейдут на класс старше, они будут у них чуть-чуть усиливаться программа, чтобы они могли охватить и этот класс, и этот. Но в большей части именно по STEM-образованию. И все учебники, и все учебные планы и перерабатываются вот именно в части STEM-образования, математики и английского языка. Весь дополнительный контент, такие как история, человека, общество и так далее, наш национальный контент, он будет дорабатываться постепенно по ходу того, как наша трансформация будет проходить. Но в первую очередь мы должны пройти вот эту трансформацию в части STEM-образования. Вы знаете, мы вот проанализировали опыт соседей по переходу на 12-летнее образование. Вы еще не видели этот материал, он был опубликован, когда уже к нам ехали. Но в том числе в Армении, когда вот произошел вот этот переход, в первый класс в тот год пошло накануне, пошло очень много пятилеток. То есть родители старались своих, чтобы вот они 11 лет еще отучились. А сейчас у 6-леток есть выбор. Вот в этом году. Или пойти в нулевой класс, или в первый. Да. Нас часто, вот нам звонят и спрашивают, что делать, в нулевой или в первый, пусть идет. Вот вы проконсультируете наших читателей. Вот есть 6-летка. Куда его отдавать, в нулевой или в первый? Ну вот смотрите, если он пойдет в нулевой, то на следующий год он сядет во 2 класс сразу. То есть и он уже, вот этот нулевой класс, это есть первая группа детей, которые учатся по 12-летнему образованию. И во 2 классе он начнет обучаться по программе 12-летнего образования. Я вот только что коснулась 1, 5, 9 класс, это наши трансформационные классы называются. Те, которые сейчас пойдут в 1 класс, на следующий год они пойдут во 2 класс, ну в обычный 2 класс, не тот, который 12-летний. И он дойдет таким образом до 5 класса, где в 5 классе уже начнется его переход в 12-летнее образование. С 5 он перейдет в 7. Точно так же те, которые во 2, 3, 4, они будут учиться, в какой-то момент они переходят. Точно так же это вот относительно 7, 8, 6, 7, 8 классы. Они будут учиться как обычно, но в 9 классе. В 8 классе у них будет
в 9 классе у них будет переход потому что в 9 классе сдается государственный экзамен, после 9 класса у него будет переход сразу в 11. То есть есть вот такой план перехода. Второй план перехода – это вот только в начальной школе и в конце, вот в 9 классе. И третий план перехода – это вот мы ждем 12 лет, пока первый человечек закончит все 12-летний. Весь цикл пройдет, и это тогда трансформация у нас растягивается до 1938 года. На самом деле идея, почему мы, кстати, берем все время эти 9 классы, потому что идея в том, чтобы вот они побыстрее закончили это 12-летнее образование, и вот, как я в самом начале сказала, чтобы они уже получили 12-летний аттестат и уже могли подавать уже в любой международный вуз. Мы, родители, все равно очень тревожимся, у нас очень много вопросов, мы боимся, что старая система будет сломана, а новая еще не начнет работать. Вы, как представитель вот того самого инструмента, как настроены вы? Конечно, мы тоже, у нас это тоже все в первый раз. Мы, как недавно один из наших экспертов сказал, мы пытаемся чинить свой летящий самолет вот в воздухе. И в то же время мы понимаем, что мы не можем больше с этим тянуть. Время настолько стремительно меняется, мы уже сейчас должны что-то делать, хотя бы сейчас этот процесс запустить, и потом по ходу, конечно, проблем будет очень много, мы не думаем, что все будет идеально, и по ходу стараться как-то эти проблемы решать. Но ждать уже уже нельзя. Я думаю, что у наших читателей вопросов еще осталось много, но в связи с тем, что время эфира и ваше время тоже ограничено, на сегодня мы завершим. Но, к счастью, представители Министерства образования пообещали нам, что на все вопросы они будут отвечать регулярно. Мы не готовы встречаться с нами 2 раза в месяц. Если у вас, дорогие подписчики, есть вопросы, а я уверена, что они есть, вы оставляете их, направляете нам в редакцию, и представители Министерства образования нам мы создали специальную группу в министерстве, которая сейчас собирает все эти вопросы. И у нас есть большая экспертная группа, задействованная, рабочая группа, задействованная именно на решение вопросов с 12-леткой. И все эти вопросы будут передаваться в эту рабочую группу. И, конечно же, мы на все будем абсолютно реагировать. Спасибо вам большое. Спасибо, Наталья. Что нашли время ответить на вопросы. Я напоминаю, с нами была заместитель министра образования Лира Самыгбаева. Если у вас остались вопросы, пишите, вам ответят. Спасибо. До свидания. До свидания.